Что такое джума намаз? Это обязательная коллективная пятничная молитва у мусульман. При этом есть важное исключение. Во всем мусульманском мире принято, что если есть риск жизни или стихийные бедствия, например, наводнения, пожары, эпидемии и тому подобное, то джума намаз становится необязательным для всех. Разобравшись в религиозных тонкостях пятничного намаза, давайте разберем кейс, который случился в пятницу 3 апреля. Но перед этим стоит упомянуть еще несколько моментов, которые помогут нам разобраться и сделать выводы. 3 апреля с утра выходит совместное обращение к верующим председателя Думы РТ Камиля Хазрата Самигуллина и епископа РПЦ митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. В своем обращении региональные руководители православного и мусульманского миров подчеркнули, что мир столкнулся с новой проблемой, что все верующие должны сплотиться духовно и следовать рекомендациям светских властей, продолжить совершать молитвы, но делать это дома, не подвергая риску своей жизни и жизни других людей. Получается, что местное руководство религиозных организаций принимает важность самоизоляции и готово присоединиться к всеобщей борьбе против пандемии. Идем дальше. Руководители республики и страны вводят ограничения на все, под запретами все мероприятия, всеобщая самоизоляция. Но 3 апреля в Казани в мечети Казан-Нуры проводят пятничный намаз. Намаз, на который съезжается больше 50 человек. Где мужчины, дабы шайтан не входил в наши ряды, стоят плечом к плечу в небольшом помещении и совершают намаз. Мужчины, которые должны находиться на самоизоляции или, имея исключение, быть на рабочем месте, но никак не в мечети. После службы они собираются, прощаются и едут кто куда. В разные уголки Казани, к семьям, к родственникам, к коллегам по работе. И вот вопрос нашего кейса, ответ на который даст только время. Что, если кто-то был носителем коронавируса? Что, если носителей было несколько? Кто виноват в том, что в Казани потенциально может быть несколько десятков заразившихся новым вирусом, а за десятками будут сотни? Молитву проводил второй имам мечети Наиль Каримулин. На намазе присутствовал и сам имам-хатыб мечети Алмаз Мухлисов, два главных должностных лица мечети. Имамы не знали о рекомендациях Думы РТ. Или, может, имамы не знали о действовавшем к тому моменту уже неделю запрету на мероприятие с присутствием больше 20 человек? Может, имамы вдруг решили, что их ранг и уважение посетителей мечети дает им какие-то полномочия? По отношению к Мухлисову и Каримулину уже возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.6 КоАП РФ. И это самый лучший вариант, который ждет их самих и нас всех. Потому что это будет означать, что никто не заразился, что имамы только нарушили рекомендации религиозного и светского руководства. А вот если из-за глупости этих людей казанцы столкнутся с коронавирусной эпидемией, то судьба этих людей сведет с уголовным наказанием в земной плоскости. И какой суд их ждет перед Создателем, нам лучше даже и не думать.